Опа, вот так поворотик. Лазерный беляш. Видели такое? Самый активный вот этот был молодой чебурек и был похищен мной из села. Там были обстрелы по селу из градов, и я такой решил, что нужно хотя бы пытаться его спасти. В итоге и супы варить, и металл сваривать мы можем. Летело все с вражеской стороны, от минометов, и к вечеру еще там были вертолеты, поэтому не хватало только подводных лодок и звезды смерти. Было ужасно понимать, что твоя страна участвует вот в этом всем мракобесии. Кто входит? Айтишники, продавцы, водители, все профессии. Просто надо учиться и быть честным перед собой в первую очередь. Агент. Беляш, возможно, к тебе придет слава наконец. Заслуженная. Родился в Могилеве. По поводу детства. Ну, обычное детство. Спортом нет. Компьютерные клубы, наверное, были, куда можно было сходить. А так, когда я уже повзрослел, тогда уже пошел там железо подтягать, что-то такое для себя. А так, ничего такого. В школе учился средненько. Нравилась математика, кроме геометрии. Геометрия – это вообще был какой-то кошмар. Я не понимал, что происходит. А так было прикольно. Мечтал быть летчиком, потом машинистом, кем я только не мечтал. Но, как обычно, об суровую реальность разбиваются все мечты, либо что-то не получилось. Учился потом среднеспециально на сварщика. И уже работал, сколько получается? 5 лет, получается, где-то. После пошел курсы повара, и еще 5 лет работал поваром. В итоге и супы варить, и металл сваривать мы можем. Несомненно, что-то связано, что я здесь, и протесты – часть вот этой всей многоходовочки, которая сейчас происходит. И в протестах я один раз ходил в этом марше, посмотрел, что это. Когда против тебя стоят вооруженные люди, и у тебя нет ничего, то смысл рисковать. В стране до законов там может произойти что угодно, и никто ничего, никакой ответственности не принесет. Те могут разгромить квартиру, те могут повеситься связанными руками, сказать, что это суицид, поэтому, я один раз прошел, посмотрел, что это, это свежо, ново именно для белорусов. Вот, типа прикольная такая тусовка после работы, но завтра на работу, поэтому платить налоги надо, так что в этом нет смысла. Поэтому один раз я прошел, и на этом достаточно пока что. В день начала войны я про нее узнал, как и большинство из новостей. Было ужасно понимать, что твоя страна участвует вот в этом всем мракобесии. И уже тогда начали закрадываться первые мысли, что я тут буду сидеть, ждать непонятно чего, что надо ехать и помогать, чем смогу. На тот момент я был в Могилеве, и я уже начал искать какие-то пути, польские визы, но там проблемы с очередями. Искал, пока не нашел, где можно сделать итальянскую визу. Тогда еще можно было. Заплатил деньги, мне сделали эту визу, собрался и поехал. 11 июня я уже был в Украине. Попал я в Польшу, там в хостел, пожил пару дней, пока ждал ответа в боте. И как ответили, сразу приехал. Приехал в Варшаве в этот дом белорусский, и оттуда меня уже забрали, поехал сюда. Да, в Беларуси срочную службу проходил. Представление, как здесь. Было понятно, что здесь очень высокая интенсивность. Не жалеют ни снарядов, чтобы уничтожить. Оно, в принципе, видно, что гражданских, что военных, поэтому я просто думал, что я приеду и здесь буду, 24/7 заряжать какие-нибудь магазины, потому что, куда я в такую войну лезу. Но в итоге я ошибся и участвуем активно. Welcome to Ukraine, сука! Welcome to Ukraine and hello from Belarus fighters! Belarus freedom fighters! Доброе утро от белорусов! Первым выходом было это штурм, август
или начало сентября, в котором, к сожалению, погибли и белорусские бойцы, было не особо так приятно, не особо понятно, потому что там летело все с вражеской стороны, от минометов, и к вечеру еще там были вертолеты, поэтому не хватало только подводных лодок и звезды смерти. Там начиналось все так легонько, спокойно. Мы были на поддержке на автоматическом этом гранатомете, на АГСе. Пока пехота там продвигается, мы, грубо говоря, подавляем вражескую пехоту в укрытиях, чтобы они не смогли отвечать огнем. Вот как раз оттуда вот этот молодой человек и был подобран мной. Когда мы приехали через пару дней, нужно было в машине поменять колеса, пробиты были осколками. И вот они выскочили втроем, и это самый активный вот этот был молодой чебурек, и был похищен мной из села. Там были обстрелы по селу из градов, и я такой решил, что нужно хотя бы пытаться его спасти. И вот я его привез туда на базу, он там начал тусить, потихонечку обживаться, ходил с нашей пехотой там на окопы. Вот он был такой, например, чистенький. После он приходил вот так вот по пояс в грязи, сразу прыгал ко мне спать. И, в общем, с клещами, такая вот любовь. Беляш, потому что, естественно, белый. На позиции однозначно нет, потому что, во-первых, переживаю, что убьет. Во-вторых, это лишний повод для врага увидеть, он же прибежит все равно к нам, где бы он не бегал. Поэтому это лишний маркер, что там кто-то живет, и поэтому. Тем более у него стресс остался уже на всю жизнь от всех этих звуков. Когда рядом перезаряжаешь оружие, чистишь его, то есть он сразу с комнаты «до свидания», говорит, не со мной. Вот почистишь свои железки, потом буду лежать рядом с тобой. Поэтому нет, на позиции однозначно нет. Так он тушит там, где мы живем, с ним гуляют, кто есть на базе, кого прошу его покормить. То есть он кайфует, живет свою лучшую жизнь. Он, наверное, увидел больше в Украине, чем многие украинцы. Он был и в Купянске, он был и в Киеве, я его свозил, показал ему столичную жизнь. В Дружковке, Константиновка. То есть, где мы тусим, там он и с нами. За редким исключением, когда не получается, либо то я его завожу под Киев к бабушке, он у бабушки тусит. Позывной мой связан с вселенной Ведьмака, Анджей Сапковский. И когда сказали выбирай позывной, я такой подумал, буквально минут, наверное, 30, и решил, что Золтан – это лучший друг Геральта, Ведьмака, типа задорный краснолюд, который там помогает, они там тусят. И вот и почему бы, грубо говоря, нет. Поэтому читайте, проходите Ведьмаков, все супер, класс. Все про это и так, конечно, знают, но тем не менее, есть те, кто не читал. Это очень, очень зря. Очень интересно, очень прикольно. Ждет тебя. Выстрел! В артиллерию было решение пойти, наверное, не решение, оно так просто сложилось, что как-то так постепенно, поэтапно оно началось вот с АГС этого, автоматического гранатомета, потом минометы, плавно пересекло, сейчас мы работаем уже на орудиях. Я, когда в Киеве сидел, ждал, куда заберут, туда заберут. Ждал, и в итоге как-то так получилось, что так же совпало, что оказался в артиллерии, и, окей. Есть те, кто родился там для штурмов, которые чувствуют себя, я думаю, я пока не чувствую себя таким. Может, когда-нибудь захочется чего-нибудь остренького, но пока вот как сижу в артиллерии, работаем, растем, прогрессируем, и все получается. Всем привет, мой позывной Золтан, я по-домашнему, потому что вы находитесь в нашей маленькой скромной пещере, в которой мы отдыхаем, тусуемся, кайфуем. Тут у нас обеденная зона. Здесь у нас для личного состава коечки. В принципе, что-то рассказать. Припасики, вкусняшечки, инструментик. И, наверное, передовые технологии общения. Кинотеатр, чтобы не было скучно темными ночами. Атмосфера праздника. Мистер Беляш на шевроне. Все, что нужно для счастья, чтобы Кацапов. Живе Беларусь. Да, я хочу вам сказать, что сходить пописать иногда бывает еще тот квест, поэтому в зависимости от местности. А наша работа заключается в том, нам дают какой-то сектор, что на карте вот так и так, здесь будет противник. Ваша задача вот точку А перекрыть.
Значит, нам нужно, учитывая наши характеристики нашего вооружения, найти точку Б, с которой мы можем по этой точке А работать. Выбираем подходящую местность. Если это село, то подвал какой-то для укрытия. Если нету подвала, то сами копаем. Вот как вы видели в Фейсбуке, наш блиндаж, который получился благодаря усилиям пьяного тракториста. Самая главная загвоздка – это экскаватор, потому что здесь, в Запорожье, земля такая, что как будто какой-то бетон. То есть там 30 сантиметров чернозема, а дальше вот эта глина, которая, лопатой ты, наверное, месяц, копать надо. Поэтому если есть экскаватор, он сделал все основное, а там уже руками бревна и потихоньку, помаленьку. Если взять плотно, вот каждый день работать при своем экскаваторе, кстати, вот сборный экскаватор, когда есть такая техника, я думаю, что за 2 недели можно спокойно справиться. И уже под ключ, так сказать, поэтому заказывайте блиндажи под ключ. Выкопаем. Уважаемые зрители, если у вас есть возможность, желание нам помочь, то у нас есть карта, есть PayPal для средств, которые мы используем на разные нужды. От колес, заканчивая генераторами, от ремонта машин и заканчивая съемом жилья, когда меняем сектора. Вносите свой вклад в общую победу. Слава Украине! Живе Беларусь! Пострел! Дежурство, постоянная связь, Starlink. Кто-то не спит, потому что нужно смотреть чат, отвечать туда ночью. Бывает и ночью, потому что передвижение часто ночью. И все. Как только поступает команда, будет один человек всех, все собираются, и каждый по своим позициям делает. Кто-то носит БК, кто-то заряжает, каждая часть свою работу. Как эта штука называется? Наземный роботизированный комплекс. Называется она «Ротель». В данный момент мы загружаем НРК роботизированный комплекс снарядами, чтобы не рисковать жизнью людей. И он на своих колесиках повезет снарядики на позицию. Дистанционно? Да, дистанционно по какой-то там секретной связи, я не знаю, радиоканал или как он называется. Поэтому что-то около того. Нечего скопление создавать. Слишком выгодная цель. Я бы нас убил бы, если честно. Короче, если бы знали, что журналисты с нами, вдвойне побили бы. Ой, Мы используем впервые, да. До этого он, очевидно, где-то уже катался. Поэтому сегодня решили попробовать, как оно сработает, чтобы почаще задействовать вот такую вот технику на грани фантастики. Максимально мы были месяц, наверное, чуть больше месяца. Это все зависит от что за место, как устроен быт, сколько у нас есть людей, есть ли кем менять. Это много факторов, которые должны соответствовать. Как добираемся? Садимся в машинку и едем. В кузове сидят, смотрят люди, чтобы уже от дрона ты не отобьешься. Плюс у нас есть приборы рэп, которые мы собирали деньги. Всем спасибо, кто помог. Пользуемся ими. И в совокупности это, конечно, не 100% гарантия, но хоть как-то уменьшить шанс получается. Посылочку будет принимать легендарный Альгерт. Как ты хочешь сделать? Я хочу. К борту ее? Да. Вот так вот. И там такая же история есть. Насквозь типа пройти? Да. Угу. Через верх выпускал. Через верх вниз сюда, правильно? До перил или перед? Да. Вот здесь? Да. Угу. Ну мы просто ограничения сделали. Чтобы она не съехала. За наших хлопців, отпомщен за всіх. Слава Україні, живе Білорусь, Путін х**ва. За пацанов! Выстрел! Смерть диктаторам! Выстрел! Вот это вот специальная штучка. Вам повезло, я как раз ее забрал на почте недавно. Будете всем хвастаться. Может быть, кстати, подарим за донаты. Либо просто
хорошим людям, которые захотят такое получить на память. Опа! Вот так поворотик. Лазерный беляш. Видели такое? Вот, пожалуйста, это вам на память, а это вам. Спасибо большое. Ранен был я, когда стреляли до этого с миномета по Клещеевке, и нужно было переместить миномет. Мы поехали искать на позицию, но это было очень глупо. Средь бела дня с минометом. Чуть ли не хватало еще фанфаров, что вот мы едем. Естественно, нас увидел Орлан, нас начали обстреливать, мы остались с побратимом. Раз 20 они выстрелили, никуда не попали, естественно. И мы вышли наладить связь. Я услышал радийку, но это, скорее всего, были смежники где-то в кустах. Я вышел посмотреть и слышу, что летит какая-то неведомая на тот момент, я не знаю, что-то летело, с таким характерным, как нарастающим звуком. И краем глаза я увидел, что оно упало метров 35 по диагонали от меня. Я успел пригнуться, и буквально маленький кусочек мне прошел насквозь плечо. То есть оно даже кость не задело. То есть именно из угла того, что я пригнулся, оно так, грубо говоря, повредило мою шкуру. Но ничего серьезного. Ну, остались такие там, пообрезали, остались такие дыры. И так ничего. Даже не оглушило. То есть это, видимо, зависит от того, как оно рандомно взорвется. То есть был ли момент, когда хотелось закончить и уйти? Такие бывало, иногда накатывало, но прям чтоб 100% нет. Я просто смотрю, как страдают люди здесь и как их убивают, спящих, на работе, где бы ни было. То есть детские площадки. И я думаю, ну, почему нет? Почему не я? Никто не рожден сразу в камуфляже с автоматом, чтобы выпрыгнул из роддома и пошел проходить БЗВП. Ну, понятное дело, что нет. Я тоже думал, что я тут буду делать, заряжать магазин 24/7 и все. И я ничего кроме этого не буду делать. Но по итогу вот шаг за шагом учишься. Просто нужно быть честным перед собой. Если тебе страшно, это же ничего такого прям унизительного сказать, что да, мне страшно, потому что жизнь-то одна. Что вот я боюсь. Ну, все боятся, как бы. Только главное про это сказать, а не строить из себя, что, ну, знаете, что я могу сделать? Я вот неплохо здесь справляюсь. А так, кто воюет? Айтишники, продавцы, водители, все профессии. Просто надо учиться и быть честным перед собой в первую очередь. Мечта более такая глобальная. Это для нашей страны. Наша-то страна, европейская страна, умные люди, образованные, которые заслуживают и должны жить лучше. Плюс, учитывая все страдания, которые уже были, пролитая кровь, еще неизвестно сколько замученных, убитых по этим тюрьмам. Базовый, как говорится, минимум – это чтобы наша страна могла быть не изгоем в центре Европы, а именно центром Европы, который представляет из себя место, где есть и культура, где есть и технологии, где есть и права человека, которые никто не смеет попрать, уничтожить, растоптать. Это вот базовый минимум для нашей страны. А все остальное будет дальше зависеть именно от людей, которые будут жить там. А по поводу себя? Для себя какая мечта? Ну, не знаю, наверное, какой-то себе... Хотел сказать дом, но уже думаю, что на всякий случай можно какой-нибудь уютный подвал. Все-таки ж прилеты, мало ли что, всякое же бывает. А так, дом, семья, собака и работа, где ты приносишь пользу, от которой ты в первую очередь кайфуешь. Вот такая размытая, вот как этот туман, непонятная мечта.